уже ожидаются, так же, как у нас в IT-парке показали за 10 лет, ожидаются новые идеи, новые стартапы, новые какие-то компании, благодаря тому, что здесь это точка притяжения. И такой точкой как раз становится IT-парк в Сабах. Это одна из первых пилотных площадок. Мы планируем как IT-парк и площадки во всех муниципальных центрах, во всех крупных населенных пунктах образовать для того, чтобы это была точка притяжения айтишников здесь. И не было необходимости ехать в этом. Вместе с нами сегодня приехали ребята. Здесь мы рассчитываем на то, что у нас арендуем, в том числе жильем ребятам, для того, чтобы им было комфортно здесь размещаться. И как раз не только те, кто здесь физически уже находится, смогут быть резидентами IT-парка, но и те, кто переедет специально, потому что не секрет, что не для всех комфортно жить в большом городе. Я сам переезжал когда-то из Миллионника в Набережные Челны, и это действительно бонус, когда ты живешь с семьей, что у тебя есть возможность в малом городе жить, и при этом у тебя есть все блага, такие как IT-парк, для того, чтобы оставаться на пути технологий. Меня Закир Денис Ведусович, я, соответственно, руководитель сегодня открываем площадки ГАО IT-парк в Сабинском муниципальном районе. Коротко, IT-парк Саба. Данное открытие – это один из наших уже далеко не первых шагов района в сторону цифровизации. Данный шаг для нас знаменателен тем, что появление такого коворкинга позволяет нам в район притягивать стартапы, компании, которые только начинают, делают первые шаги в IT-бизнесе. Соответственно, район может оказать им поддержку, чтобы из небольших начинаний в высоких технологиях вырастали крупные IT-компании, гиганты, которые будут создавать высокотехнологичные рабочие места в районе, которые будут продвигать наш бренд нашего района, в том числе по всей России и за рубежом в будущем. Соответственно, данный шаг также нам поможет трудоустраивать нашу молодежь, чтобы она, прежде чем смотреть в сторону других городов, смотреть в сторону Казани, Москвы, смотреть в сторону зарубежных стран, они могли увидеть здесь что-то, увидеть перспективу своего развития, в том числе именно в высоких технологиях, чтобы здесь были рабочие места, которые позволяют зарабатывать в месяц от 100 тысяч, 150, 200 тысяч рублей. Соответственно, это то, к чему мы стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы район развивался, район не затухал, чтобы молодежь даже не то чтобы уезжала, наоборот, приезжала. Мы будем стараться, чтобы наш IT-парк Саба был магнитом для молодежи из других регионов, из других районов республики, возможно. Все, кто захотят вместе с нами развивать Сабинский муниципальный район, Республику Татарстан и Россию, мы всех ждем у себя. Данный коворкинг рассчитан на 10 рабочих мест, но это не то, на чем мы остановимся. Через год планируется открытие, соответственно, уже собственного здания, где-то около 400 квадратных метров. Там будут и обучающие классы, там будут уже офисы для крупных IT-компаний. Мы ведем переговоры в данный момент с 3 крупными международными компаниями, у которых в данный момент открываются филиалы в Республике Татарстан в Казани, и они в рабочем порядке. Мы рассматриваем вместе с ними возможность релокации тех сотрудников, кто хочет жить в экологически чистых местах, именно к нам в Сабинский муниципальный район. Соответственно, данный шаг для них показатель того, что наши планы реальны, что действительно через год мы будем в состоянии принять уже не просто здесь в коворкинге, а в офисе уже международного класса со всеми требованиями по энергообеспечению, по наличию интернета, чтобы они могли релоцировать свой бизнес. Соответственно, уже есть на данный момент 6 компаний, кто готов переводить своих сотрудников при определенных, конечно, условиях, наличия жилья, мест в детских садах. Вот сейчас будем обсуждать. У некоторых компаний требования пожестче, то есть это наличие в офисе дополнительного источника питания от основной сети и так далее. Это мы будем потихоньку решать, это уже крупные компании, например, Date Art, международная компания. Это одна московская компания, с которой мы тоже ведем переговоры, у них около 500 сотрудников, программистов в Москве. Пока переговоры на ранней стадии, соответственно, не будем раскрывать все карты, но они тоже обсуждают о переводе части своих сотрудников к нам в район, чтобы те, кто хотят жить в более экологически чистом месте, чем Москва, могли иметь такую возможность. То есть эти компании, они, в принципе, настроены. Но часть компаний – это небольшие компании, стартапы,
Они в данный момент локализованы у нас на Казанской, на Челнинской площадке IT-парка. И, соответственно, они готовы локализовать своих сотрудников. Это, например, компания Гемоскан. Здесь присутствует ее генеральный директор Антон Викторович. Соответственно, у них система на основе искусственного интеллекта по автоматической проведению лабораторных анализов для животных. Да. Поближе к ферме. Ближе к своим клиентам. Соответственно, это Анатолий Анатольевич, также Киешко, у него компания Лиза Девайс. Это, как правильно выразиться, медицинский медтех стартап дистанционного медобследования на дому фактически. Также есть компания CloudD, они занимаются автоматизацией птицефабрик, но, к несчастью, у них сейчас идет в Москве очень большой форум по как раз автоматизации пищевой промышленности, и они вынуждены были поехать туда максимально командой, так как клиенты и бизнес это очень важно, где они концентрация. Но, соответственно, они обещали к концу недели уже приехать с семьями, оценить условия, и чтобы уже дальше обсуждать, какие сроки переезда возможны. Соответственно, вот. Здесь большое спасибо, Расим Галиевич, вам за то, что максимально выгодные и интересные условия предоставляете от района. Большое спасибо, Александр Сергеевич, что, соответственно, мы смогли вообще... Без них вообще. Да, то есть без этого, без вашей поддержки никакого бы начинания у нас не было. То есть IT-парк здесь бы никогда бы не открылся, если бы не было понимания со стороны руководства. Большое спасибо. Да. Это, на самом деле, я сказал, да, много ума нам не нужно, чтобы открыть офис, но это действительно, во-первых, был труд, во-вторых, это именно тот самый шаг, который позволяет нам, опять же, под вашим руководством сюда Дальше приманивать, да, бизнес. Работа не окончена, буду стараться соответствовать уровню IT-парка, эту работу проводить. У нас самая главная наша цель этой площадки, на самом деле, это не только развивать стартапы, но это и чтобы мы входили в коллаборацию, в сотрудничество с местным бизнесом и решали в том числе задачи, которые стоят у района сейчас. У вас экономили. Дұрыс айтыра керек, біздің жаңалықтар керек. Енді жаңалықтың башлап жіберген уақытны өзіміз біліп бітірмен арқасында көп мәселелерін шешуге керек. То есть bizden aslında okurağa tiyiş, öğrenmeye tiyiş. Koyda indi bu var, alardan tecrübe alıp, özümüzde aları kullanırga, ikileşek buğununu bana ezrelerge gerek. Şimdi bugün günde talep bugün koysa ilenişten alsak da, o ideki turmuştan başlar. İşte orada sen koyağına şemesen de bugün de biz sıfırlarga koşarız. Hemen de şu sonlar arkasında bugün kişinin meselesi şişken arkasından anlatılır. Şu programlar şişülü bilen buluşu arkasında durmuşlara. Şimdi siz koysa birliğini alsanız da, sizin turmuşunuzda da neyine sıra olmasın. Hazır bitinde internetten soruyorsunuz. Bana neşe işlerge, nasıl işlerge, yol sizge kısa vakitte meseleni eğitip biri. İkinci vakitte sizin işlergeniniz bütün bir sonda var. Şu sonların vaktinde bu programlara katsan, bu program sana ihtiyaçın dürüst işleysen mi, dürüst işlenmişsin mi, tavırlı olan mı, tavırsız mı, hem sıfatlı olan mı, sıfatsız olan mı, o sana oldan eğitip koyayım. Ben de şimdi o sana oldan bir şeydi. Her kişi eğitip bitirmezken mümkün, bilmezken mümkün. Ve bu meselelerde bu turmuşun sıfatlığına biz mutluyuz iken, siz bizim sıfatlığı bulalım. Bu turmuş şuna bara, hem de kişi arkasındağına meseleler şişilmiş olmalılığın kıymeti turunda söz varamında. Sıfatlıkta da olganda da her vaxtında nedir işini bitirmev. Endi buna bu gündə etiraf edəyini biz okuyacağıq rayonda.
bizning ağır işlep ettiğinde bugün kunda seyir sağlığımız alar uşayız. Hizmet hakkı bugün kunda kulemde sağlam vakitte meşhur da tügül. Şöyle bilse de ağır işlerden birisi deyip sanala. İyi bugün kunda da başına oluşturulur. Robot bugün kunda o malının halen nindi sıfatlığın sütünün edip de bilir. Hem de qaysı vaxtına köpməyən də meselelerin şişip baradı betirək gerek. No, onun sıfatları hem bütünü de bu yöntəndə indi analiz negizində etirib birlər bizden nasıl indi neyse kütəbiz biz, neyse bulaşağı. Şu vaxtda ormançılıqdan alğanda da bu bizim qol pişqisular kisləyə Hadrende bugün maşinalar kise kisken vakitte o indi neçe kilometre iken bilgili. То есть bütün eybirini nindi bizge sonlar kirek, olar bütünüsü de уже bu maşinalar işlep bara. Şolu sıxlarda da şikayetüde, ağır işlerde, nelerde indi bugün günde bu işlerin başqara robotlarımız. Onun için bu kişi birinçiden o harekette olarak iş, insanlığı sağlığı üzerinden tura. İkincisi indi bizim bugün de o robotlarga sırana şu hatlı kup kişi gerek olacak. Bu robotlarga sırana programını bulduraya gerek. Hem programa dürüst edip onun sonlarını kırtırıya gerek. Onun için tege başlar kişiyde şey gerek olmayın. Onlar gerek, onlar jenilerek işte bulaşacaklar diye aytıyorum. Yol bizim kileşeğimiz, yol bizim mimitesim kile, bu IT park, o şehirlerde yine bulat iş değil, avullarda bulat iş. En fikirli, en bulgan jigitlerimiz, bu avuldan alarının hiyallığı, turmuşka karışları, kübrek, hem indi bu hizmetleri bilen uzdurgan kişi ana min olim tizirek fikirleşek. Şunun için şu meselenin şişu üstünde, şu parklar bu respublikamızda o rayonlarında birinci. Endi gelecekte bu bütün rayonumuzlarda da bulur demin. Ansız bizim geleceğimiz yok. Dürüst bu yöntümde zor programlar işlerine alır zor meselelerin işler. Bugün de evet vak işler durmuşta var. O vak işlerini meselelerini şişip bitirir için, alarga programmer ettirir için, alarını otomatizer ettirir için, robotlaştırır için bizim bu meseleler bizim rayonumuzdakilerimizde de bulur atiş.